ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 9:20. Председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель прибыл в Ухту с инспекцией. Первыми по плану дворовые территории. В списке более 30 адресов, но проехали только по знаковым. Не откладывая в долгий ящик, первое замечание – парковки, а точнее их отсутствие или самопальные усилия людей. Мы асфальтировали дорогу, мы видим, она стоит уже 3 года, стоит хорошо, не разбитая, вопросов нету. Но что сразу-то не запроектировать было, не сделать, не расширить ее для парковки? У нас очень много дворовых территорий вообще не проезжих, просто даже не подъехать к дому. Поэтому для того, чтобы больше охватить именно проездов дворовых, мы, не мы будем так говорить, руководство администрации приняло решение идти по минимальному комплексу выполнения работ. Космонавтов 8, 10, 12. Проблемные дворы. На дороге выбоины и ямы. Игорь Ковзель предложил вариант, как можно отремонтировать дороги и даже сделать парковки, при этом без асфальта. Бетонные плиты по 6 метров, которыми укладывают взлетно-посадочные полосы. Такой формат применили в Инте и сделали 30% дворовых территорий. На следующей неделе на очередном заседании правительства обязательно на эту тему подробно переговорю с мэром Инты Смирновым. По их технологии, что там они делают, отправлю кого-то из специалистов, может быть, начальника управления ЖКХ, посмотреть это все своими глазами, провести переговоры там на месте и посмотреть там мощности этого завода, что приемлемо для нас или нет в наших условиях. И, может быть, тогда, как один из вариантов, эта программа, у нас как-то реализуется. Вторая часть программы – социальные объекты. Детский сад «Калейдоскоп». Его сдали 2 марта. К 1 сентября 2015 здесь будет 170 детей. Всего мест 270, но проблема в кадрах. Не хватает специалистов. Вариант улучшить ситуацию – приоритетное предоставление медикам и педагогам мест в детских садах. Инициативу предложили Игорю Ковзелю. Если это, конечно, касается и такие регламентные, мы можем прописать вещи в наших региональных документах, нормативных актах, мы будем отрабатывать это совместно с правительством республики. Если это потребуется выход на федеральный уровень, тогда это с Министерством образования и Министерством образования нашим республиканским будем выходить на Министерство образования Российской Федерации. Многострадальная стройка, ремонт школы номер 2. Ее планировалось запустить уже к сентябрю, однако сроки перенесли на октябрь. Сегодня продолжаются в основном отделочные работы на этажах. Уже прибыла вся мебель для спецкабинетов. Со дня на день ожидается остальная. Задача сегодня стоит до 15 сентября, чтобы отсюда строительная компания вышла. За 2 недели школу приготовить, вычистить, вымыть, расставить всю мебель. Дату официального открытия назначили на 5 октября, Всемирный день учителя. Следующий приезд Игоря Ковзеля намечен опять же через 2 недели. Председатель Госсовета посетит Яригу, а при необходимости снова проинспектирует сложные объекты города.